«Человек раб своих привычек, и каждая скверная из них каждый день есть», говорил один из персонажей пьесы Гальдони. И если раньше человек, чтобы добыть себе еду, отправлялся на охоту, занимался собирательством или сельским хозяйством, то сейчас, чтобы приготовить что-нибудь себе к столу, мы идем за продуктами в магазин. А какова ситуация в магазинах в Ингушетии сегодня? Здравствуйте, я Дмитрий Шаблинский, и сегодня хотел бы поговорить на эту тему, поэтому пригласил к себе в студию весьма компетентных людей в этом вопросе. Это менеджер сети магазинов для гурманов Танзила Ахильгова, начальник отдела защиты прав потребителей и управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия Руслан Хашиев, директор центрального рынка Махмуд Накастхоев, консультант консультационного центра по защите прав потребителей Албакова Мадина, представитель центрального рынка Макшарип Муцольгов, начальник санитарного отдела управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия Карина Ганиева. Господа, прежде всего, хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время и пришли ко мне сегодня в студию. Сразу хочу сказать, что я приглашал гораздо больше представителей магазинов, и вот то, что пришли вы, мне особенно приятно, потому что очень многие магазины отказывались. Не пришли, наверное, им есть что скрывать. Ну, господа, поговорим, называется. И, собственно говоря, вопрос. Какова ситуация в магазинах в Ингушетии сегодня? Ну и прежде всего, наверное, я бы обратился, Танзила, к вам, потому что вы, так получилось сейчас, вы единственный представитель сети магазинов в Ингушетии. Хотел сказать в Назране, но понимаю, что Карабулак, Магаз. Да. Какова ситуация у вас в магазине? Ну, что сказать, это действительно сеть магазинов, она состоит из одного основного, находящегося в Назране, и двух филиалов в Карабулаке и в Магасе. Все, что называется подобным именем, то есть для гурманов названо именно так и находится в других населенных пунктах, это не относится к нашей сети. Действительно, мы слышали, что плагиат действует, есть и другие магазины, которые просто воруют название и пользуются брендом, грубо говоря. Понятно. Что касается работы, как сказать, работаем уже много лет, скажем так, более 10 лет уже существует сеть магазинов, и особых проблем пока нет. Пытаемся совершенствоваться для населения, делаем все, что в наших силах. Спасибо большое. Пожалуйста. Махмуд, хотел бы обратиться к вам. Вы не являетесь сетью, но вы являетесь центральным и самым главным рынком города Назрань. Совершенно. Скажите, какова у вас ситуация? Как у вас проходит торговля? Но торговля, можно сказать, идет нормально. Мы занимаемся дачей в аренду помещений и мест на рынке. Ну и наблюдаем, конечно, контролируем работу, чтобы не было никаких недопустимых случаев на рынке. И нормально идет, все, справляемся вроде бы. Хорошо, спасибо большое. Я вот как раз хотел бы обратиться, господа, наверное, сразу прям к вам, ко всем, потому что Роспотребнадзор, защита прав потребителей. Как у нас в магазинах? Называется нормально или что? Мы ежегодно проверяем, у нас согласованный план мероприятий, плановых проверок с прокуратурой. По республике Ингушетия у нас есть в Сунжском районе филиал и Малгобекском районе. Ситуация такая, что сегодня есть, конечно, добропорядочные предприниматели, которые соблюдают закон защиты прав потребителей и санитарное законодательство. Приходят к нам за консультацией, прежде чем открыть торговый магазин или другой магазин промышленный. Что для этого нужно, они интересуются. Мы, конечно, даем консультацию бесплатную, прежде чем открыть магазин. Те магазины, которые работают, конечно, есть нарушения закона защиты прав потребителя, не соблюдаются условия хранения продуктов питания зачастую. Также отсутствует информация полная и достоверная для потребителя. Это значит уголок потребителя, как говорится в народе. Полный пакет документов – это налоговые документы, книга жалоб предложения и книга учета мероприятий. И нарушаются также ценники. Отсутствуют ценники на товарах установленного образца. Потребитель приходит в магазин и приходится спрашивать у продавца, что, почем. Это время, конечно, тратится время.
В основном, конечно, ситуация неплохая в республике. Мы, как я говорил, и по плану мероприятий проводим проверки, также по обращениям, жалобам наших жителей, которые на сегодняшний день поступают немало, нарушаются права потребителей. По поручению прокуратуры проводим неплановые проверки. По поручению главы республики, председателя правительства. Очень много проверок, потому что при инспекционных поездках глава тоже замечает, какие нарушения сегодня есть у нас в республике, и мы реагируем на это. Также средства массовой информации, значит, интернет, телевидение, газеты, если где-то нарушаются права потребителей, мы обязательно реагируем. Спасибо большое. Карина, хотел бы обратиться к вам. Надо ли защищать потребителей? Или они все-таки в состоянии сами решать свои вопросы? Потребителей защищать надо. Почему? Мы обязательно должны рассматривать их обращения. В основном у нас жалобы поступают на просроченную продукцию по торговым точкам. То есть у нас есть такое, практикуется, что реализуются товары с истекшим сроком реализации. У нас есть, так скажем, отдел по защите прав потребителя, а есть консультационный центр и Мадина. Почему появляется консультационный центр отдельно от Роспотребнадзора? Дело в том, что очень много потребителей наших не знают своих прав. И поэтому по всей Российской Федерации на базе ФБУЗов, Центров гигиены и эпидемиологии, приказом от Роспотребнадзора в 2009 году организованы центры, консультационные центры и пункты по всем регионам. Основной целью наших консультационных центров является повышение потребительской грамотности населения. То есть зачастую права потребителей наших нарушаются из-за того, что они не знают своих прав. И поэтому те потребители, которые обращаются к нам, прежде чем идти в Роспотребнадзор, мы им разъясняем их права, объясняем, прав потребитель или нет. То есть бывают ситуации, когда потребитель не прав. Он из-за того, что не знает своих прав. И после этого даем ему консультацию, помогаем, если нужно составить заявление, жалобу, претензию, направляем его в нужное русло, и дальше потребитель движется, уже идет либо в Роспотребнадзор обращается, либо решает свой вопрос непосредственно с продавцом. И я как раз хотел обратиться к Макшарипу. Макшарип, и, возможно, он приходит к вам. Что интересного или что хорошего у вас происходит в веренном вам, что называется, объекте? Мы стараемся, когда они приходят, товар берут, просроченно, если им подходит, мы решаем их вопросы. А бывает такой, да? Бывает. Просроченный бывает, или некачественный товар бывает. Мы решаем, смотря срок определения. Если они брали там неделю назад, то можно они прийти. Если 2 недели, больше 2 недель мы их не принимаем. Понятно. Хорошо. Господа, я сейчас хотел бы предложить для обсуждения такую тему, что известно, что сейчас крупные магазины, крупные сети или гипермаркеты, они вытесняют мелкие магазинчики, то, что называется шаговой доступности. Я хотел сейчас предложить вам общий вопрос, а что интереснее, что нужнее или правильнее для нас в Ингушетии, большие крупные магазины, сити-молы, всякие мегамолы, или все-таки магазин с конкретным хозяином, которого мы знаем, причем знаем с детства, которого мы знаем его родственников и знаем, где, когда мы его найдем и увидим. Что лучше в этом смысле? Собственно говоря, это вопрос общий. Что можете сказать, предложить? Да. Дело в том, что в разных условиях нужно и то, и то. Допустим, город, там есть различные покупатели. Есть более состоятельные, есть менее состоятельные. И каждый из них идет туда, где ему выгодно. Это раз. Второе, по месту жительства. Если, допустим, самые необходимые товары, это можно приобрести
вблизи дома, не уходя далеко, специально не выходя из дома для этого. Вот я, собственно, об этом Да, говорил. эти тоже нужны. Потому что, когда едешь в большой крупный магазин, это надо составлять либо список, Да. либо ты забываешь, что купил, что не купил. И возвращаться через там 10-15 километров, потому что Совершенно забыл верно. купить, там, не знаю, порошка или мыла, или хлеба, ну, называется, за верно. спичками пошел, спустился в магазинчик. Так, но я сейчас, ну как, хотел бы сказать, там, не буду говорить утверждаю, что магазин с личной ответственностью хозяина – это некий залог качественных продуктов. Потому что Согласен. вот даже сейчас, пока, когда мы только-только вот начали разговаривать, уже прозвучало и с вашей стороны, и с вашей стороны, что бывают некачественные продукты, бывают то, что называется просроченные продукты. Но когда мы знаем фамилию, когда мы знаем человека с детства, он не будет, ну, условно говоря, ему труднее врать. Потому что когда невыгодно. сеть магазинов, когда работает 1000 человек сотрудников, я не виноват, он виноват, и все. Так, может быть, для нас, вот именно в Ингушетии, нужны магазины маленькие? Большей частью. Большей частью. Большей частью. Почему? Потому что, во-первых, как вы говорите, он находится вблизи моего жилья, и там весь его покупательский контингент находится там, на этом квартале, на этом участке. Сегодня, если он допускает продажу каких-то некачественных продуктов, он завтра лишается нас как покупателей. Конечно. Ему невыгодно. Невыгодно. А в действительности, вот на рынке, допустим, у нас, там масса продавцов. До 1000 продавцов. И человек уследить за каждым очень трудно. И, конечно, как бы мы там ни говорили, разная встречается совесть. Но с помощью и Санпотребнадзора, Роспотребнадзора, и мы прислушиваемся к каждому к ихнему слову. Мы постоянно решаем эти вопросы. Постоянно. Постоянно. И вот как раз по этому поводу тоже был вопрос. Известно, что такой маркетинговый ход объявить скидку на неликвидный товар. Я хочу спросить, и, собственно говоря, спросить и вас, как продавцов, и спросить вас, как людей, которые контролировали. Действительно ли это так? Если скидка, значит, это теряющий свою свежесть или там, срок годности товар. То есть надо быть аккуратным, надо бояться. То есть где-то подвох. Или все-таки просто вот от щедрот своих берется и делается скидка? Хотелось бы мне ответить, как раз-таки у нас в магазинах часто практикуется Да. какая-то скидочная система для покупателей. На самом деле нет. Дело не в том, что этот товар не уходит, а как раз-таки в связи с тем, что магазин крупный, он известен покупателю, там поток очень большой населения, действительно, и товара, который будет залеживаться на полках, практически не бывает. На самом деле там каждый день новые поступления, и просто-напросто не успевает. Тут действительно так. А что касается скидок, бывает так, что повара, например, у нас именно готовая продукция, приготовленная непосредственно на предприятии, повара приготовят, и дабы продукты не оставались на следующий день, к вечеру, ближе к вечеру, в вечерние часы на эти продукты объявляется скидка. То есть, чтобы они не оставались на следующий день. Вот так вот. И покупателю это выгодно, потому как он может в вечерние часы после работы по пути домой заскочить, купить все, что ему необходимо, по сниженной цене. И нам это выгодно, так как продукты не остаются на следующий день, соответственно, меньше идет продуктов, которые списываются уже с производства непосредственно. Выгодно и той, и другой стороне. И честно, не знаю, как в других магазинах, но стараемся как-то и для себя, и для покупателя улучшить ситуацию именно с этим. Простите, пожалуйста, а вот все-таки вы сказали, чтобы не списывать. Но бывает, что списывают? Бывает так, что, Куда конечно, его девают? продукция, оставшаяся на утро, ее либо, разумеется, срок годности еще не прошел, но либо, например, у нее не товарный вид, да, там, к примеру, уже... Или называется пограничный вид, который называется еще вроде бы как можно, но душок уже пошел. Ну да, разумеется, за девать? один день, к примеру, продукты не пропадают. За один день, да. Да, но если вид уже не товарный,
товарный, то эту продукцию списывают, например, на столовую. То есть она пригодна для употребления, но именно продавать, ну, у покупателя глаз не ляжет, скажем так, да, не заинтересует. Простите, я прям даже сейчас я правильно понимаю, что списывается на столовую? Да, дабы сотрудники в обеденный перерыв могли для подождите, сотрудников. на столовую для сотрудников? Да, столовая для Я сотрудников. подумал, что Имеется если в виду- я зашел в столовую, меня будут кормить вчерашним неликвидом. Нет, совершенно не так. Я понял. Для сотрудников. То есть товар уже может не продаться, и чем он будет стоять и портиться дальше, его как бы списывают на столовую для сотрудников. Сколько сотрудников у вас в магазине, и туда списывается, ну, условно говоря, несколько кур, они все это съедят? На самом деле там работает как бы отдельный человек-повар в столовой общей для сотрудников. Ему каждый день списывают со склада свежую продукцию, то есть, ну как, отписывают, вернее, не списывают, отписывают со склада. Он готовит и свежую еду, то есть ежедневно готовит обед для сотрудников, и помимо этого еще с магазина поступает то, что не продалось со вчерашнего дня. Например, вот так. В общем, у меня на самом деле все равно остались сомнения, куда девается неликвидный товар. То, что не употребилось, уже как бы уходит непосредственно, выбрасывается что-то. Понимаете, мы же говорим о каком-то таком заметном объеме. Не то, что там 2-3 там, курочки. Такого просто не бывает. Прям не Такого бывает? На самом деле такого не бывает. Ну, если это мелкий магазинчик, вот о том мы говорили об этом, крупные магазины или мелкие, что наиболее как бы актуально. Простите, вот захожу к вам в магазин, просто являюсь частным покупателем. Там уже манты, все верно. Там манты уже заветренные. Я понимаю, что я их не возьму, другой их не возьмет, третий. Что с ними будет дальше? Как что? Опять же, их либо спишут на обед своим же сотрудникам, к тому же есть и к вечеру. Надо не любить своих сотрудников, чтобы Нет, этими почему? мантами их кормить. Продукция свежая. То есть Да из-за понятно, того, что... но она заветренная, она некрасивая. Ну а что с ней делать? Облить Вот бульоном, я не и знаю. спрашиваю, что с ней делать? То, что не употребляется в столовую, уже то, что остается, это выбрасывается. Что с этим Выбрасывается, делать? да? Ну да, если продукция уже не идет. Макшариф, вы что-то хотели сказать, я так чувствую? Просроченность товара, скидка бывает, неделю, месяц дает товару. Ну вот приходит, там 5 дней остается, 4 дня, они скидку делают. Потому что, чтобы товар прошел. Вот так и бывает этот товар. Скидку, это скидка. Да. Чтобы не просрочить. Чтобы не просрочить, чтобы быстрее. продать. И я, собственно говоря, хотел вам задать вопрос, господа. А вы проверяете то, что в акции? Знаете, как это? Акция. Сразу надо бежать туда и говорить, где срок годности, где документы, хочу проверить. На самом деле, если идет скидка на какой-либо товар, потребителю нужно всего лишь обратить внимание на сроки годности данного товара, на требования, условиям хранения и на внешний вид. Если ему все это не нравится, не нужно просто-напросто покупать, и все. Ну, это да, это одна из мыслей, что... Если срок годности не истек, они имеют право его реализовывать со скидками либо без. Но если срок годности уже истек товара, реализация запрещена, и это уходит все на утилизацию. А утилизация, где она должна происходить? Как она происходит? Вот так? Но утилизация проводится добровольно, индивидуальным предпринимателем в любом виде. Либо сжигание, либо хлорирование продуктов. Вот и все. Либо выброс. Простите, правильно ли я понимаю, что если это добровольно предприниматель, то есть он не обязан, он может делать, а может и не. Нет, он должен сделать. Но это получается Он либо обязан? добровольно, либо мы будем утилизировать, либо он сам будет утилизировать данный продукт. Если, допустим, прошла проверка, мы выявили просроченный товар. Давайте понимать, проверку каждый день не устроить. Нет, не каждый Надо день, понимать, что это все равно на совести продавца-предпринимателя. Он может утилизировать, а может сказать, ребят, руки не дошли. Если товар не утилизирован, допустим, нет проверки никакой, если прошел срок годности и потребитель приобрел такой товар, вот тогда нужно написать заявление, обращение к нам. Извините, я купил некачественный товар, там не тухлый, уже с душком, да, но я лично, я не пойду писать заявление. Просто потому, что по характеру, по мировоззрению. Я скажу на все волю Божью, это их совесть, они там решили. И так сделает большинство. Во всяком случае, мне кажется, нормальный мужик, не пойдет в магазин. Я у вас вчера покупал. Да, дурак был, что не проверил, не понюхал. Я виноват. Не будут писать заявление. Тогда нужно вернуть товар продавцу. Вот и все.
Господа, я хотел бы задать вопрос, ну, к вам, как представителям торговли, вопрос про ассортимент. Дело в том, что, ну, скажу вот, так скажем, от себя, мне бросается в глаза, что практически в каждом магазине, я сейчас не буду брать рынки и сети, а вот все магазины шаговой доступности, они под копирку сделаны. Одна и та же рыба, один и тот же сыр, одна и та же зелень, все одно и то же. Возникает вопрос, что нужно сделать, чтобы у нас улучшился ассортимент, чтобы хотя бы приблизиться к вашему уровню, господа? Вот. Или же это уже так создано и не надо ничего менять, так все замечательно? Ну, вы знаете, все продукты питания, в основном 90% продуктов привозятся с Кабардино-Балкарии, с Пятигорска, с Махачкалы. Вот один поток предприниматель едет в одно и то же место, закупает и привозит. Поэтому ассортимент одинаковый. Как мы знаем, у нас не так уж сильно развито свое производство, если бы у нас было бы больше своих производителей. И еще бы я хотел бы сказать о профессионализме сегодня предпринимателей. Вот если раньше, допустим, продавцы, чтобы стоять за прилавком, они должны отучиться в торговом техникуме. Их обучали, как нужно хранить продукты питания, как отпускать, как разговаривать с потребителями. Это все, это год-два их обучали. Сегодня любой человек может открыть торговую точку, не спрашивать никого, зарегистрироваться в налоговой, взять документы в аренду помещения и заниматься тем же, чем занимается его сосед. Вот. И, собственно, поэтому, простите, я сейчас вот как раз обращаюсь, и поэтому у нас ну, такие однообразные магазины. Скажите, можно ли это изменить как-то? И нужно ли это все менять? Менять, конечно, нужно. И оно меняется. Может быть, это не так бросается в глаза, потому что мы ежедневно там бываем. Если бы мы пришли с перерывом там месяц или 2 месяца, мы заметили бы это. Там, где не было холодильников, появились холодильники. Там, где не было прилавков, появились прилавки, холодильные прилавки есть. В общем, условия меняются. Другое дело ассортимента, который вы упомянули. Ассортимент, ведь хозяин, вот я сегодня, допустим, хозяин этого магазинчика, я являюсь самым лучшим маркетологом, правильно сказать. Простите, сейчас вы лично или вы как директор? Я имею в виду хозяина этого магазинчика. Хозяин магазинчика. Да. Он смотрит спрос. Тот, что вот повседневный спрос, который ему нужно, и он ориентируется на него. Крупные магазины, конечно, там уже ассортимент совершенно другой. Да. И покупатель другой часто. Поэтому это и то, как я ранее говорил, оно нужно и развивается постепенно. Хотелось бы, конечно, чтобы это быстрее происходило, чтобы заметнее было это. Но это от многих факторов зависит, и там надо помогать им, помогать. Хорошо, спасибо большое. Уважаемые телезрители, мы приглашаем вас к участию в нашем разговоре. Для этого мы предлагаем вопрос для обсуждения. Нравятся ли вам продовольственные магазины в Ингушетии? Если нравится, пришлите, пожалуйста, смс-сообщение с текстом ИНК-ТВ-1 на короткий номер 4647. Если вам не нравится магазин в Ингушетии, пришлите, пожалуйста, смс-сообщение с текстом ИНК-ТВ-2 на короткий номер 4647. Господа, и я, собственно говоря, хотел бы этот вопрос сейчас обсудить с вами. Вам лично. Я понимаю, что вы владельцы магазинов, вы сотрудники магазинов. Я понимаю, что вы ходите в магазины по долгу службы. А вот для дома, для семьи вам нравится в магазинах? Ну, как сказать, нравится. Есть вот такие как бы магазины, куда хочется ходить. Вот не то, что хочется, а вот уже как бы налажено все. Вот эти маленькие магазины, которые мы сегодня посещаем, мы тоже потребители, хоть и надзорный орган, приобретаем только мелочь. А если что-то крупное и в большом объеме, мы, конечно, выезжаем в большие супермаркеты, где доступно и можно выбрать и приобрести любой товар качественный и с условием хранения. Господа, у вас есть какие-то комментарии или мнения? Мне хотелось бы сказать, что действительно
Но сегодня, если смотреть, мы сейчас и по телевидению, и во время поездок различных видим, что совершенствуется очень. Вот эти гипермаркеты, допустим, большие и так далее. Вся торговая сеть совершенствуется. Совершенствуется. Ну, сегодня и мы занимаемся этим делом. Ну вот про вас я вообще хотел отдельно сказать. Вы же строитесь там. Да. И сейчас у нас, точнее не сейчас, в ближайшее время хотел спросить, когда Да. В будет ближайшие новый рынок? полгода Так. будет запущен первый корпус. А сколько там всего их? Два будет? корпуса. Два корпуса. Да, очень большие. Второй даже больше, чем этот первый. Ну, там порядка около 400 помещений. То есть это будущие магазины, будущие ателье там или кафе. Что-то вот такие вот такого назначения. И это будет, ну, в высшей степени современно все. Там и условия другие. Но мы сами не были до сих пор довольны своей работой. Даже так? Даже так, да. А Но, я думал, тем не как раз, менее, вы знаете, простите, конечно, но я когда ходил по центральному рынку, я думал, что, в принципе, это нормальное явление для всех рынков. То есть рынок это, да простят меня, что называется, представители, сомнительного уровня санитария, это нагромождение товара, но зато это в одной площади да. весь ассортимент. Заходишь на 3 метрах 50 или 60 пар обуви, овощи, фрукты в 8 этажей. Но зато очень это выгодно, это хороший бизнес. Совершенно верно, и это тоже имеет место, но сегодня мы из детских штанишек, как говорится, выросли. Теперь нам надо уже идти к тому, чтобы качество товаров, качество обслуживания покупателей, все условия для тех, кто занимается бизнесом этим, представителей торговли самой, для предпринимателей, для них были условия. Если мы создадим для них условия, в свою очередь, это все лестница, она движется как эскалатор. И... Вот вы совершенно правильно говорите, это лестница. Но к чему это все приведет? Ну хорошо, ну будем мы покупать продукты, но в более чистых, удобных, уютных условиях. Ну и что изменится? Что, помидор по-другому, вкус помидора, что ли, изменится? Такой же будет. Вкус, может быть, не изменится, но он не будет мятым, битым, этот помидор. Вы, наверное, обращали внимание, там, где чисто, да. Там не окурок бросить, не бумажку бросить. Стесняются люди. Есть такое выражение: плохой гость к хорошему хозяину не ходит. Приходишь к хорошему хозяину и уже сам ведешь себя по-другому. Совершенно верно. Да. Поэтому вот и мы будем создавать эти условия, и чтобы соответствующие, допустим, отношения уже было к покупателю. Спасибо. Карина, хотел у вас спросить, как вам в магазинах? Ну, в магазинах некоторых мне очень нравится. Но есть магазины, в которые приходится просто ходить, потому что, вот как было сказано, они находятся недалеко от дома. То есть у нас магазины, в основном, которые находятся в сельских поселениях небольших, они как бы не очень большие магазинчики, и как бы ассортимент товаров не очень широкий. 30 квадратных метров. Как вот это вот зашел, да, очень... 3 человека встало, уже все, невозможно находиться. Да, то есть магазинчики очень маленькие на самом деле. Да. И соблюдать требования основные в таких магазинах очень сложно. Вы их тоже проверяете? Мы их тоже проверяем. Мадина, что-то хотели сказать? Хочу заметить, вот ко мне, как консультанту консультационного центра, обращаются потребители, которые в той или мере сталкиваются с неприятной ситуацией в магазинах. И вот очень часто бывают такие проблемы, когда потребитель приходит в магазин, не везде указаны ценники на товарах. В основном, когда поднимается этот вопрос, продавцы ссылаются на то, что у них очень много работы, и они не успевают расставлять ценники на товарах. А закон о защите прав потребителей разрешает потребителю платить ту цену, которая указана на ценнике. Цена одна стоит, потом она поменялась. То есть цена на кассе, когда приходишь с продуктом, бывает другая. А на ценнике одна цена стоит. И потребитель покупает продукт, рассчитывая на стоимость, на цену, указанную на ценнике, и когда уже подходит к кассе, на кассе говорят, уже совсем другая цена. Мы забыли, не успели поменять ценник. А по закону о защите прав потребителя он имеет право платить только ту цену, которая указана на ценнике. И тут возникает спорная ситуация. А если человеку не продают этот товар?
Говорят, у нас цена поменялась, не нравится, клади. Вот я и говорю, уходи. поэтому возникает спорная Да. ситуация. Что ему делать? Они приходят к нам по этому поводу, говорят, вот А можно просто стукнуть кулаком на кассе и сказать, пробивайте мне, должны по закону о защите прав потребителя? можно. В каких-то Можно? магазинах это прокатит. В каких-то... Я буду учиться стучать кулаком по Если кассе. продавец грамотный, он сразу пойдет на уступку. То есть он знает закон о защите прав потребителя и знает, что в данном случае потребитель прав, и пойдет ему на уступку. А когда продавец не грамотен в этих вопросах, он будет настаивать на своем, не будет ему отпускать товар по этой цене, и возникает ситуация спорная. Дело в том, что выезжая за границы республики, буквально недалеко, прям вот магазины другие становятся. Вот они другие. И мне всегда хочется спросить, ну почему в Ингушетии вот они не такие же, как вот у соседей? Более того, вы знаете, когда я готовился к сегодняшней передаче и, собственно говоря, вот ездил по разным магазинам, приглашая представителей, я заехал в один такой магазин. Представитель, ну скажу так, не приехал. Представитель этого магазина поскромничал. Вот. Но я, если изначально готовился и говорил, что вот, ну, нет у нас магазинов, в которых можно купить фуагра, но нет у нас магазинов, в которых есть там несколько, ну, не то что несколько, а там больше 15 сортов сыра и больше там 20 сортов колбасы. Нашел я такой магазин. Есть он. Более того, поговорив с директором, он сказал, я держу этот магазин вот здесь, на окраине, в Таргиме и вот в Магасе. И мне хватает. Я говорю, мне не хватает. Я хочу больше таких магазинов. Я хочу, чтобы вот здесь дорогу перешел и попал в такой магазин. Скажите, что нужно сделать? Как нужно, я не знаю, стимулировать предпринимателей или развивать сеть, чтобы этих магазинов было много и их было достаточно? Хотелось бы, конечно, чтобы их было больше и был ассортимент шире. Как стимулировать их? Стимулировать только тем, что создавать допустимые законом условия, хотя бы. Вы знаете, вот простите меня, пожалуйста, вот я сейчас, может быть, нагло скажу, именно потому, что вы владелец рынка, а может быть, арендную плату снизить? И это нужно. Хорошо. И это нужно. Вот. Это тоже какой-то элемент стимуляции. Конечно, потому что на сегодняшний день, ну, простите, опять-таки, пока сидел, готовился, все форумы, все продавцы, ну, предприниматели, которые открывают магазины, плачут, что как только выводишь магазин на какой-то уровень, тут же приходит владелец земли или помещения и говорит, так, ребят, ну у вас все хорошо, я же вижу, поэтому арендную плату мне бубух, и все. И он говорит, и я теперь работаю на того, кто владеет землей. Так может быть, ну, там, на уровне закона... Дмитрий, Да. я буквально пару слов по этому поводу. Когда открываешь магазин и берешь объект, помещение в аренду, нужно заключить юридический договор с этим хозяином на 5-10 лет. Там в этом договоре указано, что стоимость аренды не повышается в течение 5 лет. Ну, простите, но мы все живем в России. Ну, как в течение 5 лет не повышать аренду? Давайте вспомним, 5 лет назад, сколько стоило там золото, сколько стоил доллар, сколько стоили деньги. 5 лет назад и сейчас. Понимаете? Более того, да, хорошо, предприниматель, который построил рынок, он не повышает цену, а производитель молока повышает цену. И если раньше пакет молока стоил 30 рублей, или там даже не так, вспомним времена, когда он стоил 12 копеек. Давайте так. Потом 30 рублей, сейчас 70. Не за горами то время, когда он будет стоить 100 рублей. А арендная плата все та же. 5 лет. Тогда нужно включить в договор пункт не в одностороннем решении этого вопроса, а чтобы проводили переговоры сегодня с человеком, который сдает жилье и который берет. Если, допустим, будет какая-то динамика повышения, чтобы можно было на определенную сумму повысить плату за это помещение. Ну, я вот как раз хотел, господа, к вам обратиться. Дело в том, что, да, действительно, существует такой способ, о котором вы говорили. Но
Откровенно говоря, у нас его нет. У нас годами они уже по несколько лет, как минимум, одна и та же сумма аренды, они работают. Если возникает какая-то коллизия, какой-то спор, то это в порядке переговоров решается, и они одни и те же люди там работают. Ну, в принципе, да, Одни и те ввязался же в люди, этот да. бизнес, уже выходить Да. из него не хочется. Поэтому, если бы было плохо, если бы мы там гнобили, как вы сказали, то они бы не работали. Вы знаете, я сейчас как раз спрашиваю не про вас, потому что я же говорю про форумы, а это общероссийская практика. И Ну, здесь как? у нас в республике она не так, чтобы сказать, что актуальна. Форумчане жалуются на то, что постоянно принимаются законы, которые всегда идут в пользу государства и всегда не в пользу продавцов или владельцев бизнеса, того же самого тех же помещений. Здесь что делать? Ну, ввязался в бой, построил рынок, магазин, все сделал, а тут раз тебе закон приняли, и все становится неинтересным. Дмитрий, иногда вот когда я уже в возрасте человек, когда я слушаю, как вышедший новый закон там, или по телевидению, или читаю в газете где-то, меня это удивляет страшно. Меня удивляет это то, что насколько эти люди, которые издают эти законы, оторваны от народа. Насколько их интересы оторваны от интересов народа. Ну, казалось бы, элементарная вещь. Вот есть такой закон. Допустим, разрешение мы получаем. Вот один пример. Рынок получает разрешение на право организации рынка, администрация рынка получает. Там в законе сказано до 5 лет. А почему до? Почему не на 5 лет? Почему? Потому что кому-то, может быть, у нас этого, правда, не было, но где-то она может сыграть против предпринимателя. Вот я тебе или на год дам, или на 2 дам разрешение, или вообще не дам. Уже в самом законе заложено это. То есть чиновники его под себя делают? Ну, возможно. Я не хотел думать, что это... конечно, не про присутствующих, Да. это всегда. Нет, мы-то мало отношения имеем Ну да. к изданию законов. Но, допустим, какие-то штрафы выдумывают. Я в силу возраста помню советское время. Помню депутатов, которые сидели тогда. Как они болели. Штрафы. Ну как это? Сейчас человек там, допустим, какой-то... допустил он нарушение какое-то. Не было там никаких ЧП и так далее. Ну, случайность. Ему по 10, 15, 5 тысяч рублей. А он зарабатывает 15 тысяч. Вот он семью должен бросить и отдать эти деньги за штраф. А почему этот депутат, который сидел там, он не подумал об этом? Он подумал бы, если бы он был из народа. Махмуд, простите, я сейчас вынужден вас прервать. Да. Дело в том, что мы сейчас вынуждены прерваться на короткую рекламу, а после рекламы мы поговорим о качестве торговли, о качестве продавцов и о том, что у нас происходит в магазинах. Не переключайтесь. Это «Ингушетия» сегодня с Дмитрием Шаблинским. Мы сегодня говорим о магазинах в Ингушетии. И вопрос, который у нас выведен на СМС-голосовании, это нравится ли вам продовольственный магазин в Ингушетии. Если нравится, пришлите, пожалуйста, сообщение с текстом ИНК-ТВ-1 на короткий номер 4647. Если не нравится, пришлите, пожалуйста, сообщение ИНК-ТВ-2 на короткий номер 4647. А мы продолжаем говорить о магазинах. Господа, и до ухода на рекламу мы затронули то, что называется тему качества продуктов, качество товаров. И я хотел вот на эту тему особенно поговорить. Какого качества у нас продукция в магазинах? Ну, продукты у нас довольно-таки неплохого качества. Неплохого. Неплохого качества, овощи, фрукты и так далее.
То есть ассортимент у нас очень большой, и продукты довольно-таки неплохие. Просто хотелось бы отметить, что на реализуемую продукцию, то есть на все продукты, которые завозятся в республику, необходимо иметь сертификаты соответствия, в котором указано о том, что это качественный продукт питания. То есть сопроводительная документация. Вот вы знаете, один из вопросов, который я готовил, и как раз и сейчас я его хочу задать. А часто ли спрашивают эти сертификаты у продавцов? Нет, не часто. Эти сертификаты требуют очень редко наши покупатели. Хотя они имеют полное право запрашивать документ, который удостоверяет качество реализуемого товара. Ну вот знаете, вот я как, опять-таки, потребитель, хотел бы просто проиллюстрировать ситуацию. Вот я пришел, вот я увидел, мне нравится. Вот я беру товар, я подхожу на кассу, и что я должен сказать? Причем сказать, извините, уже знакомая продавщица, которая как бы каждый день меня видит, сказать: кстати, дайте-ка мне сертификат вот на это, потому что вот... как-то нехорошо это. По-моему, это даже просто чисто по-человечески, но неприятно. Особенно, когда уже знакомые люди. Как же делать-то? Как поступить? Ну, в первую очередь, конечно, индивидуальный предприниматель. Это в его же интересах реализовывать только качественный товар, чтобы было больше покупателей, правильно? С одной стороны, да. Формула, с которой трудно спорить. С другой стороны, есть практика, не знаю, бывает ли она у нас, тем более, что, знаете как, не ловил. Я просто чисто гипотетически знаю, что есть практика, когда продают товар, так скажем, с частного, товар от частника продают в магазине без документов, без сертификата. То есть лежат помидоры, которые с сертификатом, принес от своего родственника: слушай, у меня там мясо, продай рядышком, повесь. Повесил, продал. Левак называется в магазинном термине. Бывает же такое? Дело в том, что левака как такового сегодня нет. Сегодня вся продукция, она законная. Если я ее произвел, значит, я ее или сам продаю, или сдаю в магазин какой-то, или так. Но главное, что нужно в данной ситуации, проверять качество этой продукции. То есть, имеет ли возможность магазин проверить качество этой. Допустим, мы имеем такую возможность. Очень часто Роспотребнадзор проверяет. Особенно, когда массово идет, допустим, ягода, идет другая продукция какая-то овощная. Я вот уже готовлю вопрос, собственно. Да. Еду из Кабарды, на дороге стоят просто вот так вот рядами ягоды, овощи, фрукты. Не остановиться, не купить нельзя. Какая же там... И вы там не рискуете ничем. У них нет... Это мелкие производители. У них нет этих нитратов, чтобы подкармливать там эту продукцию, или других каких-то химикатов. Они продают чистую продукцию. Да? Чистую. А то, что пыль, а то, что грязь, а то, что с машины торгуют мясом. Это неизбежно уже. Вот что делать в таких случаях, господа? Скажите мне, вот я как потребитель сейчас обращаюсь. Я имею в виду продукцию полей. Другое дело, конечно, мясо, там, допустим, битая птица или рыба продается, или хлеб продается в пыли и так далее. Пыль, выхлопные газы, да, тяжелые металлы. нельзя. Что делать в такой ситуации простому смертному? На самом деле это нарушение идет требований санитарного законодательства, когда идет реализация земли и так далее. Например, в летний период это бахчевые культуры. Очень часто встречается продажа земли. И прямо, как вы говорите, около трассы. Это нарушение. То есть необходимо отводить специальные места для реализации данной продукции. Вы знаете как? Что значит отводить специальные места? Я же вижу, я же понимаю, что она торгует, конкретная ситуация, я ехал тут по Кабарде, она торгует со своей машины. Пока вы приедете, пока вы машину припаркуете, она захлопнет и сядет и уедет, скажет: а вы кто? А я тут мимо проезжала, остановилась просто передохнуть. Все. Понимаете? А тяжелые металлы, вот этот свинец, выхлопные газы, пыль, грязь, это все... И с одной стороны понимаешь, что не нравится, не покупай. С другой стороны, цена, свежесть. Что делать?
Как быть? С одной стороны, конечно, это удобно, когда едешь по дороге, и можно купить там и арбузы, и помидоры, но это, конечно, нарушение санитарного законодательства. И я хотел бы отметить, что главы администрации на своей территории участковой должны работать по этому вопросу. Если, конечно, есть факт отравления, если кто-то отравился или обратился уже к нам, как вы говорите, мы же не везде успеваем проехать по всем дорогам, поэтому мы тесно работаем с нашими потребителями, даем информацию и в газеты, и на сайте, и выступления по телевидению, кстати, с вашими коллегами. Мы очень большую работу проводим, как бы информируем население, в каких случаях нужно обращать внимание, в каких случаях нужно обращаться. И вот вы говорили, что не каждый напишет заявление, но мы получаем даже жалобы по телефону, телефонограмму. Если каких-то, вот как вы говорите, у дороги там продают мясо или там овощи, конечно, это солнечные попадания прямых солнечных лучей, также пыль, загрязнение. Мы уже реагируем и выезжаем на это место совместно с участковыми, совместно с сотрудниками администрации. И как бы даем поручение, чтобы в дальнейшем такие мероприятия не проводились. Для них отводятся специальные места. Вот у нас есть рынки. Есть в Сунжинском районе, Малгобекском районе, город Назрань, город Карабулак. Вот как как потребитель, я мог бы сказать, что я у дороги абсолютно ни овощи, ни фрукты, ни мясо не покупаю. Никогда? Никогда. Потому что есть рынок, если ты приехал на рынок, там есть выбор, большой выбор. Там можно и поторговаться, можно и приобрести качественную продукцию. Вот вы лично спрашивали когда-нибудь это? Я не спрашивал, ну как работник управления Роспотребнадзора, мы, конечно, требуем. Как работник, да. Понятное дело, это вы при как исполнении. потребитель, я как бы определяю продукты на вид. Если, конечно, придя домой, если я обнаружил, что они, даже если они и свежие, и красивые, если есть какие-то недостатки, я, конечно, вернусь, потребую сертификат соответствия или декларацию соответствия, подтверждающую качество этой продукции, и буду интересоваться. Вот здесь мне хочется вставить, что вот наш консультационный центр, как я уже сказала, основной целью его является же повышение правовой грамотности потребителя. Мне кажется, нужно повышать грамотность потребителя и грамотность индивидуальных предпринимателей, продавцов в том числе. Пока уровень сознания у тех, кто продает и покупает, вот на уровне сознания, если мы не осознаем, вот продавец, который продает у дороги, что это чревато, то есть товар такой небезопасен для здоровья, пока он это не поймет. И пока потребитель для себя не уяснит, что покупать такой товар опасно, вот у нас эти проблемы будут. И поэтому вот повышение уровня правовой грамотности потребителей очень важный вопрос на сегодня. Вопрос важный, и я как раз готовил еще один вопрос для торговых сетей, что называется. А кто у вас занимается то, что называется качеством продуктов? То есть есть ли конкретный человек, к которому можно обратиться и сказать, почему в ваш магазин завезли, не то, чтобы вы торгуете просроченным, почему вообще закупили вот это с этим, с содержанием вот того-то, того-то. Есть ли такой человек? Да, конечно, имеется. Вот говоря именно о нашей сети магазинов, у нас имеется, что касается мясных продуктов, врач-ветеринар. Он проверяет все поступающее мясо на территорию. Каждое утро он, когда поставщики привозят мясо, он сразу приходит, проверяет полностью качество этой продукции, свежесть. И только после того, как выпишет он специальную справку, документ о том, что этот продукт мяса, стало быть, соответствует нормам, и его можно употреблять в пищу, только после этого мы его закупаем у поставщика. Также имеется относительно всех остальных продуктов у нас работает товаровед. Она полностью контролирует, опять же, поступающую продукцию. Она сама занимается закупом продукции. Также непосредственно у поставщиков уже она спрашивает сертификаты соответствия этой продукции закупаемой. И, соответственно, минимальный риск того, что попадет к нам на склад, скажем так, продукция, не соответствующая качеству, минимален. Ну, вы знаете, вот по поводу продуктов, которые не соответствуют качеству, я приготовил для вас конкурс.
Господа, на самом деле, это то, что мы достаточно часто можем прочитать на этикетке товара. И я, собственно говоря, хотел бы сейчас вот зачитать его либо вам, как специалистам, либо вам, как продавцам-специалистам. Скажите, пожалуйста, что скрывается под фразами на этикетках? Пальмовое масло, кокосовое масло, пальмоядровое, заменитель молочного жира, жир специального назначения, кондитерский жир, жир растительный. Знаете ли вы, что скрывается за этими фразами? Я вот буквально на днях, вчера буквально в интернете видела статью о том, что вынесен на обсуждение где-то в парламенте, если я не ошибаюсь, вопрос о том, чтобы запретили в России использование пальмового масла именно, так как считается, что оно может нанести вред здоровью при его частом употреблении. То есть пока еще конкретного законопроекта на эту тему нет, но уже обсуждение идет. Разумеется, бывают продукты более либо менее опасные для здоровья. Существуют какие-то заменители, то есть если в каких-то продуктах используется желатин, его бывает несколько видов, некоторые содержат свиной жир, бывают заменители желатина, агар он называется, он полностью на растительных экстрактах, то есть безопасен. Простите, вот когда вы говорите про вот подобного рода вещи, это в общем и целом я понимаю. Кстати сказать, когда вы говорите про то же самое пальмовое масло, оно в принципе оно не вредно для организма. Проблема в том, что оно не усваивается. И оно в организме остается жить на долгие-долгие годы. Извините, и потом человек все это носит с собой в виде... Вот. Но... Уж коль скоро мы заговорили о качестве, и, кстати, тему, которую я отдельно хотел поднять, это приготовление еды на местах, в магазинах. Салаты, вот печеные вещи, жареные вещи. Да? Скажите, вы пользуетесь какими-нибудь усилителями вкуса, правильными добавками, правильными маринадами? Только то, что разрешено халяль, то есть вся продукция, она халяль, только то, что разрешено исламом, то есть продукты натурального происхождения. Насколько я могу судить, жидкий дым – это не запрещенная вещь. Но то, что она абсолютно вредная, это очевидно. Извините, она продается у вас в магазинах? Она продается, да. Я ни разу. Она продается, конечно, потребитель он разный, что не купят, что называется. Покупают у вас жидкий дым этот? Да. Да? Конечно. Я прохожу мимо стойки, где он у вас стоит. Мне хочется что-то сделать. Я, в принципе, ничего не делаю. Думаю, ну как это прийти? Тем более, что меня в магазине в вашем уже узнают. И сейчас я скандалить начну. Ну не буду я скандалить, но, в общем-то, хочется спросить. Ребят, ну вот это вот с добавками, вот эти вот все, что это же просто яд. Жидкий дым со всякими вот этими химикатами, которые формально они не запрещены. Формально они организму не вредят. То есть, условно говоря, они его не убивают. Но из-за того, что он попадает в организм и там не усваивается, он, собственно говоря, портит организм. Знаете, как Богом данное тело начинает вести себя не так, как хотел Бог. Собственно говоря, портится тело, может быть, все-таки не продавать это. Ну, а если есть спрос? Люди просят. Чего не знаете, сделаешь, что называется, для покупателя, а люди разные. По этому поводу хочется сказать, знаете, люди алкоголь спрашивают. Ну, это уже... И, извините, наркотики тоже спрашивают. Ну, да, они не приходят на уже, кассу, они конечно. просто говорят, ну, может, есть? Ну, давайте будем... Это разные вещи, на самом деле. Нет, это одно и то же. Называется, а где вот эта грань? То есть вот наркотик нельзя, а вот эту как бы усилитель вкуса, к которому привыкает человек. Более того, проводились же эксперименты, есть масса информации вот в интернете, по телевизору. Дети не едят натуральные продукты. Дети выбирают продукты с усилителем вкуса. И родители жалуются, что дома мясо не ест, приходят в Макдональдс, и за обе щеки этот гамбургер просто... Почему? Потому что там есть вот эти вот усилители вкуса. И если вы... Где грань?
Вот наркотики нельзя, а усилитель вкуса можно. А человек без усилителя вкуса уже ничего не ест. Если он привык в 3-4 года, он уже не любит натуральный творог. Введены эти добавки давным-давно. К сожалению, сейчас тяжело найти действительно продукты, не содержащие ничего лишнего. То есть вот молоко без всяких примесей, чистое. Его тяжело найти. Даже если оно находится, опять же, где вероятность, что корова была здорова? Вот я, собственно, хотел к Махмуду обратиться. Махмуд, я уже знаю давным-давно, что творог делают химическим способом. И он, кстати сказать, вкуснее, чем натуральный. Могу ли я как-то на рынке узнать, где торгуют вот правильным, натуральным, а где торгуют тем, который химическим способом делается, кстати сказать, абсолютно разрешенным. Но все равно мне это показывали в свое время, на меня произвело неизгладимое впечатление. Молоко кипит, туда капают прям капельку, и творог. Пробуешь, вкусный! Ну, я же говорю, ребят, а мне врач это показывал. Говорит, Дим, ну это продается в аптеке. И это все натурально, но творог уже не тот. Ну, это достаточно трудно нам, допустим, как потребителям это определить трудно. Наверное, специалисты смогут, у них есть лаборатории для этого, они смогут это сделать. Мы с вами этого не сможем сделать. Но, тем не менее, мне хотелось бы добавить. Есть, допустим, у нас приходят бабки, которые дома содержат скот. Принесла она там несколько бутылок молока больших, принесла творог домашний, сыр домашний и продает. Мне это кажется более лучшим, чем в красивой такой обертке, но я не знаю, что это. А это натурально. Вот я, собственно, и хотел спросить, как их отличить? Вот. Отличить очень легко. Просто бабушку искать? Ну, не то, что бабушку, по ее товару видно это. Она не в такой упаковке, она все на виду. А вот то, что в упаковке, это уже сложнее бывает. Господа, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу, и прежде чем мы закончим, я хотел бы обратиться к Руслану. Руслан, так скажем, вот в рамках вне эфира передачи мы с вами говорили о том, что вышел сейчас новый закон по поводу курения. Вы могли бы сказать более подробно, что это за закон, о чем в нем говорится и как это нас касается? Новый закон вышел 23 февраля 2013 года. Я хотел бы сказать, что все организации, государственные, частные организации должны при входе иметь вот такой вот знак о запрете курения. Это тогда уже, знаете, как называется... Давайте я уже это подержу как-то на камеру. Вот такой знак... Сейчас, подождите секунду. Так, вот этот знак, я так понимаю, что нужно отдельно показать, да? Да. И... Почему и что, и как этот знак читать, и как его исполнять? В каждой организации, вот если у него есть несколько входов, допустим, если 2 входа, 3 входа, обязательно на каждом входе должен быть установлен такой знак. И специально отведенное место для, если есть курящие, допустим, какой-либо организации, как бы на свежем воздухе, или же закрытое помещение, чтобы табачный дым не распространялся на других сотрудников или людей, которые находятся рядом. Ну, я думаю, что мы вернемся еще к теме курения, потому что это достаточно важно для здоровья нации. А, господа, к сожалению, мы сейчас вынуждены заканчивать нашу передачу, потому что время эфира подходит к концу. И я обращаю внимание телезрителей на результаты СМС-голосования, которые вы видите сейчас у себя на экранах. И, заканчивая сегодняшний разговор, я хотел бы акцентировать внимание телезрителей на том, что, выходя в магазин за продуктами, вы покупаете их для себя, своих родных и близких. И помните о том, что вы можете и должны быть не только внимательным покупателем и покупать только качественные продукты, но еще быть и требовательным покупателем и не стесняться покупать то, что вы хотите, а не то, что вам пытаются продать. На этом наша передача заканчивается. Я благодарю вас за участие в нашем сегодняшнем разговоре. И, господа, молитесь и любите друг друга. Счастливо!